эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Правительство России выделит более миллиарда рублей на соцдоплаты пенсионерам. Тариф на перевозку пассажиров судами на воздушной подушке снижается с сегодняшнего дня в Якутске. Российский футбольный союз УЕФА и Дисней запустили программу тренировок для девочек. Республика попала в список регионов России, которые получат средства на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Финансирование получат 15 регионов. Общая сумма выделяемых средств составит более 1 миллиарда рублей. Отмечается, что социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории. Объем субсидий на внутриулусные и межулусные авиаперевозки планируют увеличить с 52 до 150 миллионов рублей в следующем году. Комиссия депутатов Илтумена поддержала поправку правительства республики об увеличении финансирования. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Сивцева, в настоящее время разрабатывается новый механизм субсидирования авиаперевозок при приобретении авиабилетов. Программа охватывает 189 населенных пунктов республики, в том числе 161 маршрут внутри улусов и 28 между районами. Отмечается, что на стоимость пассажирского билета влияют себестоимость рейса по заданному маршруту и плановая пассажирская загрузка воздушного судна. Проезд на воздушной подушке по маршруту Якутск-Нижний Бестях снижается с сегодняшнего дня. Стоимость составит 1000 рублей. Режим работы с 7 утра до 18 часов вечера ежедневно. Перевозки осуществляются с акватории городского пляжа. Получать госуслуги якутянам стало еще удобнее благодаря внедрению в работу центра «Мои документы» искусственного интеллекта. Умный помощник Татьяна, названный в честь первого руководителя МФЦ Татьяны Гладковой, приступил к работе. Сегодня Татьяна консультирует якутян по популярным государственным и муниципальным услугам. С августа этого года умный помощник научился записывать граждан на прием в любой офис центра по всей республике. За это время с ее помощью на прием записались более 2600 человек. Обработано порядка 30 тысяч запросов якутян. А осенью Татьяна начала изучать якутский язык и уже умеет распознавать 137 национальных имен. В Доме культуры «Ритм» села Маган состоялось открытие интерактивного свободного пространства «Кворум». Оборудованные помещения предназначены для коллективной творческой работы, мастер-классов, курсов и различных тематических мероприятий, как среди детей, так и взрослого населения. Проект был реализован в рамках программы «Креативная перезагрузка» окружного центра народного творчества. Согласно ей, до 2032 года будут оборудованы еще 16 креативных пространств в домах культуры городского округа город Якутск. Раньше эти комнаты использовались для занятий хора и ансамблей. Нагрузки на помещения были небольшими, поэтому они часто пустовали. Теперь в новом креативном пространстве бесперебойно проводятся мастер-классы, различные курсы и тематические мероприятия. План расписан до конца текущего года. Созидать в новом пространстве будут не только дети, но и их родители. Мама вот приводит ребенка сюда, ребенок хочет здесь чем-то позаниматься. И мама, она же сама не будет сидеть там за дверью и ждать. Мы ее тоже привлекаем, чтобы и мама тоже здесь нашла себе занятие по душе. В итоге получается, мама занимается или сама, или с ребенком. Это сказывается очень на благополучии села. Сотрудники Дома культуры отмечают, что яркое и креативное оформление помещений положительно сказывается на продуктивности работы и общем настроении участников творческой работы. Когда здесь были только зеленые стены, ничего не давало, никаких фантазий, дети сидят нудные, ничего не делают. Вот поэтому, когда вот дети начинают уже ходить сюда, заходят, сидят, смотрят, фантазии набираются и уже приступают к новым работам.
Обустройство помещений было проведено в рамках реализации программы «Креативная перезагрузка» окружного центра народного творчества Якутска. Сотрудники центра уверены, что дома культуры нуждаются в расширении спектра задач путем внедрения креативных пространств. Он должен приумножать человеческий капитал, как говорится, да, и именно обогащать творческий потенциал населения, выявлять творчество, и оно хранится у детей, у молодежи. И у нас главная миссия работника культуры – это вот именно создать те условия, да, для культурного развития населения, в котором ты находишься. Креативное пространство в Маганском доме культуры стало первым объектом программы, введенным в эксплуатацию. Планируется, что до 2032 года подобные креативные зоны появятся и в остальных 16 филиалах Центра народного творчества. Власий Сергеев, Григорий Охлопков, Маган, Якутск. Беспилотные летательные аппараты в скором будущем смогут доставлять грузы в северные районы Якутии. В поселке Тикси планируют организовать кластер беспилотной авиации с последующим масштабированием в Устьянском районе. Министерство транспорта республики ведет переговоры с компанией Abraham Technology, пока речь идет о двух пилотных маршрутах, например, Тикси-Таймылыр или Тикси-Быковский. Беспилотники смогут обеспечить безбарьерное движение грузов, в том числе почты, и значительно удешевить их доставку. Беспилотные летательные аппараты также применяют для мониторинга лесного хозяйства и чрезвычайных ситуаций. Одна из компаний, наших отечественных, российских компаний, они ездили уже вместе с нами в Тикси, посмотрели, их все устраивает, они сейчас готовятся для запуска и обещают нам, что в следующем году мы увидим первые пару маршрутов, где они будут перевозить небольшие грузы в интересах местных жителей. Есть у нас подобного рода эксперименты у нас в стране. Вместо экипажа, установлена аппаратура, которая настроена таким образом, что самолет видит весь рельеф, в нем закладываются полетные задания, и так далее. Республиканская выставка анималистического искусства «Живая Арктика» стартовала в художественной студии Союза художников Якутии «Арт-Сити». Выставка получила широкий отклик среди художников. Зрителям представлено около 90 работ. На выставке побывала наша съемочная группа. На памяти членов Союза художников это первая картинная выставка, посвященная Арктике. В экспозиции представлены живописные полотна, написанные в разных стилях. Тематические статуэтки, вырезанные из дерева, кости и рога лося и северного барана. Также изумляет бижутерия и предметы декора, исполненные в витражной технике. Работы представили многообразие фауны Севера. Выставка позволит зрителям по-новому увидеть красоту отражающего мира и задуматься о сохранении природы. Вот, допустим, когда интересовался, читал различные статьи, смотрел и много видел, что, допустим, белые медведи ходят, там много мусора, какие-то заброшенные поселения, где там бочки, опять же мусор тот же самый лежит. Как бы затронуло это все. Сначала хотел такого плана что-то нарисовать, но сама идея как-то сильно не развилась. И в другое русло уже ушел. И вышло, в общем, как бы потревожили. Лежал там после прогулки, либо кормежки, уснул и проплыл уже сам ледокол, разбудил. Хотелось такой какой-то момент показать в работе. Тема выставки неожиданно получила большой отклик среди художников. Впервые на участие в мероприятии поступило более 100 заявок. Всего же экспозицию пополнили порядка 90 работ, выполненных 47 авторами. Каждый житель нашей республики, и не только, действительно осознал ценность Арктики как неприходящего и природного, и культурного наследия. И каждое живое существо – это тоже часть нашей северной культуры. И это очень хорошо видно в работах художников, с каким трепетом они изображают, и насколько разные изображения тех же оленей, медведей, лошадей. Видно, что все это у нас придается этому очень большое значение, одушевлено. Выставка входит в цикл мероприятий «Арт-Альянс» при поддержке гранта главы республики. Проводится в художественной студии Союза художников Якутии «Арт-Сити». Ознакомиться с представленными произведениями можно до 5 декабря. Марфирина Алексеева, Григорий Николаев, Якутск.
Еще с советских времен бытует мнение, что футбол – это увлечение исключительно для мальчиков. Тренеры футбольного клуба «Спартак Юниор» успешно ломают этот стереотип. Благодаря проекту УЕФА Playmakers более 30 девочек делают свои первые шаги на футбольном поле. При этом тренировки проходят в не совсем привычном формате. Подробности расскажет Полина Долинская. Проект УЕФА Playmakers – международная программа тренировок, разработанная специально для девочек от 5 до 8 лет. Российский футбольный союз запустил программу в стране весной этого года, а осенью проект стартовал в Якутске на базе футбольной школы «Спартак Юниор», на сегодняшний день, которая является самой большой в республике. Наши тренировки немножко отличаются от стандартных тренировок, потому что они проходят по мотивам таких мультфильмов, как «Суперсемейка 2» и «Холодное сердце 2». Поэтому мы очень рады, что девочки наравне с мальчишками начинают осваивать азы футбола, и таким образом повышают свой уровень вовлеченности к спортивным занятиям. На сегодня в школе занимается 33 юные футболистки, а на следующий набор тренеры планируют принять в свои ряды уже более 100 спортсменок. И хотя мир меняется и привычные клише теряют актуальность, не все родители готовы отказаться от прежних стереотипов. Родители делятся на две группы. Кто-то против, кто-то вообще категорически, как эта девочка может заниматься футболом, а кто-то, наоборот, слушает своих детей, кто-то девочек сами направляет в эту сторону. Там родители футболисты, спортсмены тоже. И они направляют детей в спорт именно куда-то. И девочки сами выбирают, родители слушают их, понимают. Амелии всего 7 лет. Заняться футболом ей предложил папа. Согласилась сразу. И хотя она еще не думала над тем, продолжит ли строить карьеру футболистки, каждая тренировка проходит для нее с удовольствием. Мы сейчас делали, что мы должны останавливать синие, а они у нас брали мяч. А мы должны их остановить. Больше всех это мне понравилось. А тебе нравится то, что вы играете по мультику «Суперсемейка»? Да, я сама его люблю. В рамках проекта каждая участница проходит курс из 10 занятий. Занятия проходят в игровой форме с целью привлечь девочек к этому виду спорта. Ну а по завершению каждая получает сертификат и уже сама для себя решит, будет ли она заниматься в дальнейшем футболом. Полина Долинская, Семен Семенов, Якутск. Женский чемпионат Европы по гандболу впервые пройдет в России в 2026 году. Для проведения соревнований предложены спорткомплекс «Юбилейный» и «Сибур-арена» в Санкт-Петербурге, а также ВТБ-арена в Москве. Российская заявка на проведение турнира была единственной. Ранее исполнительный комитет Европейской Федерации гандбола был проинформирован об отказе Норвегии, Дании и Швеции. Турнир 2022 года пройдет в Словении, Черногории и Северной Македонии. 2 года спустя соревнования примут Венгрия, Австрия и Швейцария. В России чемпионат пройдет с 3 по 20 декабря 2026 года. К этому часу у меня вся информация. Оставайтесь с нами.